Хе-хей! Уважаемые студенты школы блогера! Всем привет! Гигантский приветик! Меня зовут Вера Штекенце. А я медведь. Дрессированный медведь из цирка пришел к вам. Это Тангар Игроглаз. Друзья, сегодня мы поговорим про автофокус. Я думаю, что многих видеоблогеров, у которых есть зеркальные видео-фотокамеры или какие-нибудь другие, в которых нужно ставить фокус. Да, и вообще вот про фокус. Будем говорить про фокус. И как он работает, как его правильно выставлять. Это вообще огромная проблема. Мы даже когда недавно были как раз на YouTube Space, там люди часто задавали вот вопросы, связанные с этим. Как настраивать фокус вообще, что с этим делать? Как попасть в фокус. Потому что мы снимаем себя сами, блогеры, и у нас нет какого-то оператора, который будет ходить и проверять, в фокусе мы или нет, а камера часто стоит далеко, и ничего не видно даже в откидной экранчик. Да. Так вот, будем рассказывать про фокус. Ну что, как попасть в фокус? Первое правило бойцовского клуба. Первое правило школы блогера. Настраивай фокус руками. Да! Второе правило школы блогера. Настраивай фокус руками! Вот. Ну и третье вы уже поняли. Автофокус это зло. Он нифига не работает. Он не работает. То есть, промахивается все время. Знаешь, если у вас iPhone, то iPhone, вот вы там что-нибудь жмякнули, он как-то еще, может быть, что-то найдет. Ну, других опций нет. Там нельзя взять и покрутить колесико. Но вот если у вас зеркальная камера, то пользуйтесь только колесиком. Крутите все. Потому что фокус, который вы настраиваете при помощи датчика любой камеры, ну, вот камеры до 50 тысяч рублей. Достаточно. Этот датчик, он хреново работает. Он делает фокус, но он делает фокус нечетким. Реально, мы экспериментировали, мы много раз тестировали. И даже, наверное, сделаем, может быть, отдельное видео на канал Компьютерщик. У нас есть канал, посвященный технике, компьютерам. Вот. И мы сделаем отдельное видео, просто продемонстрируем вам, потому что автофокус, даже в профессиональных зеркалках, он промахивается, он криво работает. Вот, поэтому самая главная фишка это... Настраивайте фокус вручную. И расскажу лайфхаки для блогеров. Да, как это делать? Ты же один, как можно самому крутить колесико? Если оно стоит далеко. Да, что делать? В общем, давай, подожди, еще пару слов хочу сказать про объективы с автофокусом. Давай. Пока мы начали про автофокус. В общем, продаются объективы с автофокусом. И многие блогеры думают, о, объектив с автофокусом, я там просто его поставлю, он на мне будет фокусироваться. Это зло злющее, потому что все, которые мы видели объективы, они либо шумят в кадре. То есть, вот давай так-то. Да. Есть ручной фокус, есть полуавтоматический, мы про него сейчас говорили. Есть вообще совсем автоматический, на режиме авто. Да, вы ставите режим авто, и он сам все время вот фокусируется в зависимости от того, где вы, что вы. Так вот, режим авто плох тем, что он все время будет скакать туда-сюда. Он будет скакать, и он будет жужжать. И он будет жужжать. Это просто неприемлемо для съемки видео. Для съемки фото это норм, потому что на фото не слышно звук. И там, в принципе, пофигу. На видео нет, автофокус не работает. Полуавтоматический фокус, что это имеется в виду? То, что мы вначале говорили, это вы откидываете экранчик. Что-то мы все нелогично сказали. Да, мы просто не объяснили. Потому что мы такие уже типа про, но не все это знают. В общем, полуавтоматический фокус это когда вы откидываете экранчик, переходите в ручной режим, manual, да, режим камеры М с буковкой М или либо другой ручной режим. И кнопочкой фокусируетесь, на экранчик ставите. На экранчике тыкнули тычку. И дальше кнопочку, полунажатием кнопочки, как бы ваша камера сама находит вам фокус. Это такой полуавтоматический режим, и он тоже ужасен, потому что оказалось, мы сегодня только узнали, что, оказывается, предыдущие все наши там 100 тысяч видео были не совсем в фокусе. То есть этот фокус, он просто немножко хуже. Он как бы дает фокус, но он не 100% на вас фокусируется. Он типа как бы... процентов 80. Да, и вы получаетесь все равно, оказывается, размытый. Я раньше думала, может у меня, просто я так вот получаюсь. Может, камера какая-то хреновая. Камера что-то. А оказывается, просто если вы немножечко подойдете к своему объективу и чуть-чуть на миллиметрик докрутите фокус, ваши глаза начнут быть в фокусе, а до этого вы были размылены. И последнее, вот ты классно сказал, что нужно фокусировать все вручную. И как же сделать так? Вот я блогер, я одна, у меня камера за 2 метра от меня. Что мне делать-то вообще? Листик бумажки, который мы вешаем на штатив или к потолку. Там, где вы обычно стоите, что-нибудь ставьте. Там бумажку, правда, или... Берем, вот мы всегда, когда мы снимаем видео, у нас есть точка. Там, где мы стоим, мы берем скотч, берем полосочку скотча и на пол клеим полосочку скотча. Вот мы сейчас стоим около этой полоски. Да, вот мы стоим около этой полоски. Вот если я выйду, я уже буду, видите,
не в фокусе. Да. Вот, соответственно, вот полоску поставили полоску, дальше сюда захреначили какой-нибудь на штативе листик бумаги с вашей мордой. Можно посадить мягкую игрушку, например, на стуле вместо вас. Так очень часто делают бьюти-блогеры. Не обязательно прям это, чтобы было на 100%. Вот. Примерно, где вы находитесь, что-нибудь ставьте в кадр. Потому что глубина резкости, она все равно 20 плюс, 20 минус сантиметров. Да, там какая-то определенная есть место, в котором вы все равно будете в фокусе. И еще есть такой лайфхак, если у вас камера стоит на вытянутую руку от вас, я часто этим пользуюсь, я ставлю ладошку примерно, где стоит моя голова. Потом тянусь к камере вот так вот, настраиваю фокус по руке, а потом свою голову ставлю на место руки. Ну да, но гораздо проще позвать медведя. Ну, гораздо проще позвать кого-нибудь, или там кто-нибудь вам может помочь, или посадить в кадр игрушку или листик. Вот. Так что, друзья, обязательно используйте ручной фокус. Не полуавтоматический, не автоматический, а ручной. Я раньше так радовалась, думала, вот я нашла программу, с помощью которой издалека можно использовать, ну, как, знаете, пультиком, типа, фокусироваться. Этот пультик тоже промахивается. Да. Мы сегодня это узнали. Но это полуавтомат и есть. Но это и есть полуавтомат. И мы тестировали на камере Canon 700D. Да. Практически с китовым объективом. Короче, у нее автофокус мажет. Мажет буквально вот на чуть-чуть. И так сразу не поймешь, пока руками не сильно, вот если зазумить, ты увидишь, что глаза не блестят. А когда руками докрутишь, то они начинают блестеть. Вот. Так что, друзья, надеюсь, что вам этот лайфхак тоже сэкономит много нервов, денег, может быть, что вам не придется покупать более крутую камеру, вы просто руками хорошо подстроите фокус. Штукенция ангелочек. Спасибо за внимание. Расскажите мне, как вы настраиваете фокус при съемке самих себя. Это очень интересно. Мне кажется, у каждого есть какие-то свои лайфхаки, свои хитрости, свои секретики. Давайте делиться в комментариях. Кстати, касательно еще вопросов автоматического фокуса, продаются специальные объективы, которые якобы бесшумно настраивают фокус. Полтинник, например. У нас такой есть, это вранье, они шумят. Мало того, что он жужжит, как стрекоза какая-то, и он все время туда-сюда ерзает, плюс-минус фокус. Так что, опять же, автоматический автофокус для стационарного видео, где вы сидите на месте, это зло. Все, отключаем все эти автофокусы. Но если вы будете ходить с камерой и снимать типа влог, то, может быть, это еще как-то прокатит. Если у вас микрофон петличка, вот у нас накамерный микрофон, профессиональный, хороший накамерный микрофон, он ловит вообще все вибрации этого автофокуса, все вот эти жужжания и даже... Получается ужасно. Да. Вот. Так что, друзья, пишем комментарии, задаем вопросы и увидимся с вами в следующем видеоуроке на канале Школа Блогера. До скорых встреч! Пока! Всем пока! Штукенция использует пультик. Давай станцуем в конце.